Батаревском районе после вмешательства прокуратуры сироте предоставлено благоустроенное жилое помещение. Прокуратура Батаревского района провела проверку исполнения законодательства о социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Поводом для прокурорского вмешательства послужило обращение местной жительницы о нарушении ее жилищных прав. Установлено, что в 2015 году заявительница включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в предоставлении жилого помещения. Однако до настоящего времени местными властями меры к обеспечению ее жильем не приняты. В этой связи прокурор обратился в интересах сироты в суд с иском о предоставлении ей благоустроенного жилого помещения. Требования прокурора удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу. Исполнение судебного решения после вступления его в законную силу будет находиться на контроле прокуратуры. Первый заместитель прокурора Чувашии Александр Евграфов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской республике Александр Рыбаков провели очередной прием предпринимателей. 17 сентября 2020 года прокурор Чувашской республики Андрей Фомин и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской республике Александр Рыбаков проведут совместный прием представителей предпринимательского сообщества. Начало приема 11 часов. Мероприятие пройдет в помещении центра «Мой бизнес» по адресу город Чебоксары, проспект Ленина, 12Б. Предварительно записаться на прием можно по телефонам 8 352 39 20 43 и 8 352 64 22 63. Прокуратура Чувашской республики в суд направлено уголовное дело по факту получения субсидий мошенническим путем. Прокуратура Чувашской республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, в 2015 году обвиняемый, являясь фактическим руководителем крестьянского фермерского хозяйства, зарегистрированного в налоговом органе на имя его супруги, с целью хищения бюджетных средств представил Министерству сельского хозяйства Чувашской республики документы с указанием существенно завышенной суммы расходов, направленных на строительство и приобретение гидротехнических сооружений, мелиоративных систем и техники. Использование указанных, заведомо подложных документов явилось основанием для необоснованного перечисления ему безвозмездной субсидии из республиканского бюджета на сумму более 13 миллионов рублей. В ходе следствия на имущество обвиняемого был наложен арест. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками управления ФСБ по Чувашской республике. После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу. По требованию прокуратуры будет заблокирован интернет-ресурс, содержащий информацию о продаже запрещенных предметов рыбной ловли. Прокуратурой Красноармейского района проведена проверка исполнения законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации, а также законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, в ходе которой при мониторинге сети интернет выявлен сайт, на котором размещена информация о дистанционной продаже электроудочек для незаконного лова рыбы, а также иная информация по вопросам приобретения электроудочек, способы оплаты, цены, доставка, прием заказов и прочее. Федеральный закон об информации, информационных технологиях и защите информации запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Электроудочка является запрещенным орудием лова, средством массового истребления водных биологических ресурсов, основанных на принципе действия электрического тока. Ответственность за использование электроудочки предусмотрена частью 1 статьи 256 УК РФ. Незаконная добыча водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с применением электрического тока либо иных способов массового истребления рыбы. В целях исключения доступа граждан к указанному сайту прокуратуры района в Красноармейский районный суд направлено административное исковое заявление о признании размещенной на нем информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Решением Красноармейского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления судебного решения в законную силу будет решен вопрос о реальной блокировке интернет-ресурса. В Канашском районе вынесен приговор по факту насильственных действий в отношении малолетнего. Канашский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Канашского района, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренных частью 4 статьи 132, частью 2 статьи 117 УК РФ за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и за истязания, совершенные в отношении 2 или более несовершеннолетних лиц, находящихся в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного. Судом установлено, что в мае 2019 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у себя дома в деревне Чигаси Канашского района, совершил со своей малолетней дочерью действия сексуального характера. Кроме того, в период с мая 2019 года по январь 2020 года он, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносил побои своим 3 малолетним детям. Подсудимый вину в совершении указанных преступлений признал частично, указав, что действительно систематически наносил побои своим детям в целях их воспитания. Несмотря на частичное признание подсудимым своей вины, государственным обвинителем в судебном заседании представлены неопровержимые доказательства вины подсудимого в
совершения инкриминируемых преступлений. Учитывая данные о личности виновного, отягчающие и смягчающие обстоятельства по делу, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничениями свободы на 1 год. После вступления приговора в законную силу прокуратурой будет рассмотрен вопрос о лишении осужденного родительских прав в отношении своих детей. Отмечаем, что ранее мать детей уже лишена родительских прав за систематическое неисполнение своих родительских обязанностей. В настоящее время малолетние дети находятся в лечебном учреждении. Решается вопрос о передаче их родственникам. Данные предоставлены пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики. Читал Павел Демин.